Скособоченная лестница, шатающийся пол под ногами, протекающая крыша. Здание второй поликлиники, которую строили еще в 60-е годы, скорее держится только благодаря внутренней деревянной обшивке. Врачи и пациенты здесь своими жизнями рискуют каждый день. Поэтому с 15 августа весь персонал, это порядка 60 человек, начнет переходить в другие структурные подразделения с комфортными и современными условиями. Терапевты, например, в полном составе переедут на Ленина, 75. Мы уже готовим сейчас помещение для узких специалистов и для терапевтов поликлиники структурного подразделения 2. Там идет ремонт, и как только он будет закончен, так терапевтическая служба будет переведена. С 15 августа у нас переводятся хирурги, онкологи. Женская консультация примет наших гинекологов где-то с 1 сентября. То есть у нас все это по плану готовится так, чтобы не пострадали пациенты. Ни на один день приемы прекращены не будут. То есть помощь будет оказываться. Выездная служба будет работать в обычном режиме. Куда обращаться за медицинской помощью, жители лесозавода смогут узнать на сайте поликлиники номер 3. Также в здании второй поликлиники в объявлении будут указаны номера телефона врачей. На прием можно будет записаться как через портал госуслуги, так и через участкового терапевта. Безусловно, в этом переезде есть преимущество в первую очередь для самих пациентов. У них будет возможность попасть к узким специалистам, которых не было в своем медучреждении. А кроме этого, все давно уже ждали, когда же в микрорайоне начнется строительство новой поликлиники. И вот, наконец, сегодня выбирают место для нее. Сами работы начнутся в 2021-м. В этом году будет подготовлен и проект сметной документации. И этот проект будет внесен в адресную инвестиционную программу Республики Коми на следующий год. Поликлиника будет новая, современная, государственная. Она будет обслуживать население микрорайона Лесозавод, прикрепленное население, там порядка 15 тысяч человек. И мощность будет рассчитана на обслуживание именно этого населения. А сегодня профильное ведомство совместно с мэрией Сыктывкара решает транспортный вопрос, чтобы жителям микрорайона было удобнее добираться до других поликлиник. Рядом со зданиями по улицам Ленина и Куратова будут созданы дополнительные остановочные комплексы для автобусов. Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.